Откликаясь на призыв быть максимально прагматичной, да, и на призыв все-таки попытаться ответить на вопрос, что делать, да, но тем не менее, говоря, что делать, мы не можем не останавливаться, собственно, на контенте, потому что тема сегодняшнего круглого стола – Конституция Кайда Баратабыз, да? И для того, чтобы ответить на вот этот основной вопрос, мы четко должны, потому что, я думаю, часть вопроса, ответа на вопрос, что делать, это все-таки, первое, это мы должны опираться на общественное мнение. Мы должны опираться на общественное мнение. И для того, чтобы у населения, которое не разбирается ни в регламенте, ни в конституционных положениях, следовательно, у нас должно быть достаточно доводов для того, чтобы население убедить, насколько предлагаемый законопроект, насколько он вредительский и насколько он регрессивный. Отвечая на вопрос Кайда Баратабыз, да, я могу сказать, мы возвращаемся к ситуации 2010 года. Это ситуация временного правительства и отсутствие какой бы то ни было власти. На чем основан мой довод? Первый – это блок вопросов, касающийся внесения изменений и нарушения вообще всех мыслимых норм и процедур, да, по процедуре внесения. Вот Зайнидин Карпекович говорит, что у нас якобы обезличено, ничего подобного. Регламент четко расписывает процедуру. У нас не может быть инициатива по внесению любого законопроекта, в том числе изменений закона о внесении изменений в Конституцию, обезличенным. Субъектом внесения инициативы фракция не может быть. Может быть только депутаты. Но посмотрите, что они, как они сделали. Посмотрите, если вы посмотрите на сайт ЖК КР, да, фамилии 5 человек, да, и другие. На самом деле, по действующей Конституции им надо набрать 80 голосов. И я думаю, под вот этой шапкой и другие заключается проблема, что им 80 голосов они не могут набрать, и они сейчас судорожно выкручивают руки всем депутатам, которые отключают. Попробуйте позвонить сейчас свои. Вот я, например, пробовала позвонить. Все отключены, все боятся появиться на поверхности, потому что им страшнейшее давление им приходится выдерживать. Вот я вчера попросила, чтобы все-таки истребовать, чтобы список тех людей, которые, потому что процедура четко требует, чтобы пофамильно каждый депутат с росписью вносилось. Этого требует регламент. Ну, с учетом практики, которая сложилась Джорку Кенеша, особых надежд по этому поводу я не питаю иллюзий. Я думаю, что знаете, при том таланте, умении убеждать, да, и делать предложения, да, я думаю, с течением определенного количества времени, да, 80 голосов или 81 они наберут. Потому что над половиной депутатов витает угроза, там, я не знаю, уголовных дел, да, еще что-то такое. Ну, способы убеждения бывают разные. Вот. Вопрос другой. Второй – это могут ли вообще, вот на него ответила очень хорошо Клара, что мы субъектами инициативы по внесению изменений в Конституцию, согласно действующей Конституции, не можем быть. Относительно заключения Конституционной палаты, регламент 64 статья, да, и Конституция четко требуют, что на момент опубликования текста Конституции, размещения, да, заключение Конституционной палаты уже должно быть. Потому что четко оговаривается, что в случае, если Конституционная палата, ну, гипотетически, представим себе, хотя эта ситуация невозможная в нашей стране, но тем не менее, если Конституционная палата дает отрицательное заключение, да, дальнейшее обсуждение невозможно. Следовательно, априори, по логике вещей, по тексту, заключение Конституционной палаты должно было быть на момент вывешивания текста Конституции на общественное обсуждение. Я так понимаю. Но у нас ведь законы своеобразно читают, да, если вообще читают. К сожалению, вот этой дурной привычки читать тексты законов ни у населения нету, да,
ни у политиков. Политиков в целом, да, тоже не страдают они вот этим дурной привычкой. Но поэтому и интерпретировать они могут. Но на самом деле, вот здесь сидит вот конституционалист, да, я понимаю это вот так, что на момент они должны были сопроводить это заключением Конституционной палаты. Это то, как они, с какими грубейшими нарушениями вносятся. Относительно вопроса, вы знаете, каяка баратавыз, да? Мы возвращаемся опять, потому что нарушается по представленному проекту, да, нарушается, во-первых, баланс ветвей власти, потому что судебная система будет теперь полностью зависеть от политиков, да? Это вмешательство, это нарушение баланса ветвей власти. Там очень много противоречивых моментов. С одной стороны, вот судебная власть по тексту Конституции говорится, что она независима и никто не может вмешиваться. С другой стороны, теперь Конституционная палата должна, прежде чем вынести решение, да, она должна, оказывается, согласовать с Джорку Кенешем, который сам принимает. Предположим, неконституционный закон – это прямой конфликт интересов. Понимаете, это же просто, ну это просто бред. Это просто бред. Вот. Но я думаю, поэтому первое, я думаю, что население четко должно понимать, что обещанные нынешними политиками вот эта революция 2010 года, одним из лозунгов было построение парламентаризма. Да? Вот сейчас, ну, там правовое все обещают, да? Но парламентаризм они точно говорили, ведь они за что критиковали Бакиева и Акаева? За авторитаризм, семейно-клановое правление и прочее, прочее, да? Но на самом-то деле мы сейчас усиливаем, все отдается, бразды правления вот этой связки премьер и президент. Джорку Кенеш ничего не может решать. Причем делают они это хитро, через процедуры. Вот если раньше мы, например, для того, чтобы отстранить, поставить вопрос по генеральному прокурору, да, нам достаточно было простого большинства. Сейчас 2/3. Это практически невозможно сделать. Это практически невозможно сделать. Наши функции ослабевают еще и по вопросам, которым связаны с вопросами бюджета, да, мы полностью под премьером садимся и так далее. Да? То есть у нас нет теперь, и теперь премьер может до бесконечности, если раньше по действующей Конституции один раз в год у него была возможность ставить вопрос о доверии, да, то теперь бесконечное количество раз. Вот поставили мы вопрос, например, отклоняем мы законопроект об ОСАГО, да? Как это случилось, например, вот в этом созыве, да? Премьер приходит при поддержке президента, да, и говорит, да ни за что, я ставлю вопрос о доверии. И я вас уверяю, все антинародные законы будут проходить, вы знаете, с таким одобрямцем, что это вообще невозможно. Поэтому от парламентаризма путем внесения изменений в регламент, в процедуры принятия решений, да, и проблема-то заключается в том, что с учетом того, что я уже говорю, что население мы должны четко пойти в народ и сказать, что, извините меня, в 2010 году одним из лозунгов революции было отказ от авторитарной системы в сторону парламентаризма. Да? Вот это обещание, да, мы обнуляем результат. Теперь хорошо, представим себе, что Конституция будет принята на референдуме. Меняются ли полномочия президента? Да, меняются, они усиливаются путем контроля над Конституционной палатой. Меняются полномочия парламента, я об этом говорила. Они в какой-то части умаляются, в другой части, в части контроля над Конституционной палатой, меняются в сторону увеличения. Полномочия премьера меняются? Меняются. Генеральная прокуратура меняется. Верховный суд меняются. Извините меня, мы затронули все ключевые вопросы распределения баланса между ветвями власти. Это совершенно другой конструкт. И тогда
если меняется схема и структура, следовательно, мы все эти органы должны отправить в отставку. Это значит, мы должны распустить Джорку Кенеш. Это значит, мы должны отправить в отставку президента. Все полностью переформатировать, потому что это неписанное правило теории государства и права. Правильно? Меняется полномочия, структура переизбирается. Даже когда меняется структура правительства, да, мы отправляем в отставку и переназначаем. Вот это неписанное правило. А мне говорят, что они там где-то вот там, я прочитала, что у нас как принимаются решения. Вообще у меня такое впечатление, что люди, которые принимают решения, да, вообще не понимают, как государство вообще устроено. Потому что они говорят, мы вот тут собрались, провели консультации с группой депутатов и решили нецелесообразно отправлять парламент в отставку. Извините меня, ну хорошо, они решили, но-то по теории-то по-другому. Это завтра они решат, что 2 × 2 это не 4, а 5. Из-за этого же, извините меня, таблица умножения не будет переписываться. 2 × 2 все равно будет 4. И если мы вот эту всю ситуацию обнуляем, это значит ситуация абсолютного опять безвластия. Мы что, должны опять учредительное собрание или временное правительство? Понимаете, вот последствия вот такие. И мы должны это четко объяснять, что, извините меня, теория государства и права – это потому теория, что это наука. Это не просто так, потому что группа депутатов посовещалась. Это наука. И любой государственник, любой политик азы этой науки должен знать. Я не надеюсь на Конституционную палату. Я не надеюсь на здравый смысл Джорку Кенеша. Не потому, что не потому, что я сторонница того утверждения, что здравого смысла там нет. Здравый смысл есть. Но просто большая часть депутатов, я просто знаю, как изнутри это делать. Большая часть, они на крючке висят. Они зависимы. Мы создали вот такую вот систему. И поэтому как выкарабкиваться из этой ситуации? Первый шаг, я думаю, что это, конечно, формирование общественного мнения и объяснение населению кайда баратаус с проставлением четкого диагноза. Кайда баратаус уже не в форме вопроса, а диагноза. Вот без баратаус обратно на возрождение авторитарной, нестабильной системы. Вот, и при этом, конечно, я думаю, что оппоненты очень четко должны понимать, что на самом деле дай Боже, чтобы вот это не закончилось опять какой-нибудь очередной, потому что на самом деле в нестабильные мутные времена легче всего ловится рыбка. По 2010 году мы это знаем. Это опять бесконечный передел собственности и так далее. Да? Не дай нам, Боже, вот этого.